Сотрудники специальных подразделений МВД Чечни готовы показать, на что они способны. Помощник главы Чечни по силовому блоку Даниил Мартынов проводит для них последний инструктаж перед важными соревнованиями. И опять за оружие. Ошибок не должно быть, поэтому каждое действие должно быть отточено. Не торопимся, спокойно. То есть манипуляции делаем быстрые. Быстро достаем, быстро выхватываем, быстро вставляем, быстро заряжаем. Бам! Чтобы точно было там. Понятно? На международном чемпионате на приз короля Абдуллы II в Иорданском центре подготовки сил спецназначения представлены сразу две команды из России. Обе команды полностью сформированы из числа сотрудников МВД Чечни. Финальный этап подготовки чеченские силовики провели в Иордании. Такое решение было принято для того, чтобы бойцы спецподразделения полностью прошли акклиматизацию и максимально привыкли к здешним условиям. Работа по подготовке прошла с привлечением тренеров международного класса. На соревнованиях представлены 43 команды, лучшие бойцы из разных стран мира, включая США, Канаду, Ирак и Китай. Кстати, последние основные соперники нашей команды, фавориты прошлогоднего чемпионата. Благодарность чеченским бойцам за участие в этом чемпионате выразил посол России в Иордании Борис Болотин. Уделяет особое внимание Его Величество этому турниру, этому соревнованию. Успехов вам, удачи вам и всего наилучшего. Спасибо за ваше участие. Только вперед, только победа! Соревнования длились 5 дней. В программу чемпионата вошли 10 сложных упражнений по оценке выносливости, скорости и слаженности команды в различных условиях. Особенно проявили характер и волю к победе чеченские бойцы в тактической и огневой подготовке, в освобождении заложников, захваченных зданий, а также с огромным отрывом преодолели упражнения по перетаскиванию тяжестей. Российская команда, видно, что они очень тренированы, они очень приготовлены. Видно, как они двигаются, как они делают упражнения. И заметно, что они очень много тренировались. В общем, это соревнование получает все взаимный обмен. Все друг друга берут лучше, поэтому это еще лучше, чем самый главный приз. Конкуренция, да, достаточно серьезная, потому что Ребята сюда приехали самые сильные отовсюду. Так сказать, 43 команды – это достаточно такой большой уровень. Имущество, снаряжение, оружие – все на высшем уровне. Впрочем, во всех состязаниях наши правоохранители были на высоте, понимая, что за них болеет не только Чеченская республика, но и вся страна. К подготовке сборной команды России к таким ответственным соревнованиям подошли комплексно. Даже военную форму заказывали, учитывая каждую мелочи. Из различных типов тканей изготовлено. Тут дышащие вставки, сделаны вставки на локтях из более жесткого материала с возможностью ставить на подлокотники, наколенники. Специальный пояс из резинки, который не проскальзывает. То есть форма сделана максимально для удобства, для того, чтобы можно было выполнять различные упражнения и никакого дискомфорта не доставляло. И вот пришло время подведения итогов. И, как ни странно, абсолютным чемпионом мира среди силовых спецподразделений на Кубок короля Иордании стала команда из России, по многим показателям одержав убедительную победу над серьезными соперниками, в числе которых прошлогодние фавориты сборная Китая, США, Канада и другие страны. Золотой кубок стоимостью $250 000 летит в Чечню. Победа далась, естественно, тяжело, потому что очень много работали, очень много старались, тренировались и понимали, что цена ошибки очень высока, очень огромная ответственность, все, в общем, очень серьезно. Все ребята молодцы, все показали себя как высокие специалисты, серьезные профессионалы. И мы доказали, что российский спецназ – это лучший спецназ в мире. И это признают сейчас здесь все команды, все подходят, нас поздравляют. Понимали, что мы должны доказать, что мы лучшие. Мы доказали, что мы лучшие. Понимали, что за нами не только республика, но и вся Россия. Даниил Мартынов отметил, что в способностях чеченских ребят он нисколько не сомневался. Готовились тщательно. Помощник главы Чеченской республики рассказал, чему они посвятили эту громкую победу. Все наши кубки мы посвящаем победе в Великой Отечественной войне, 70-летию, юбилею. Это победа для всей России. Мы много работали, много старались. Мы просто не могли никого подвести. И у нас все получилось. Мы этому очень рады и продолжим работать дальше.
Такое важное событие для всей страны на своей странице в Инстаграм сразу же прокомментировал глава региона. Он отметил, что триумфально завершилось выступление сборной команды России на Королевском чемпионате мира среди силовых спецподразделений. Наши бойцы стали абсолютными чемпионами мира. И это не все. Команда стала 4-кратным золотым призером, 2-кратным серебряным и 3-кратным бронзовым призером чемпионата. Вот это мастерство, мужество и самоотверженность, подчеркнул Кадыров. Он поздравил руководителя команды, помощника главы Чеченской Республики Даниила Мартынова и всех офицеров с убедительной победой, отметив, что лучше них нет никого в мире. В чемпионате принимали участие 43 команды из десятков стран мира, включая мировые державы, и все они позади сборной России, добавил глава Чечни. Сами бойцы отмечают, что такая громкая победа не была бы возможной без постоянной поддержки генерал-майора полиции Рамзана Кадырова. Есть хорошие показатели, есть уже совсем видно другой уровень. Но это только начало, я думаю. Поэтому мы решили так, чтобы пораньше выехать в государство Иордании, чтобы там получить дополнительные навыки, чтобы вы действительно достойно представляли Чеченскую Республику, наше государство России. Мы знаем, что по духам мы сильны, кто много работает, вот, умственно, физически, морально, духовно, тот выиграет везде. И в бою выиграет, там, и в спорте, и везде. Поэтому мы действительно надеемся на вас. Если вы выехали, если вы выбрали, то должны до конца выложиться, до конца. И поехать, участвовать, приехать, это не по нам. Именно он своим примером мужества и патриотизма стимулирует молодых бойцов к достижению успехов мирового уровня. И они готовы защищать свою страну, когда это потребуется. А в том, что все у них получится, нет никаких сомнений. И эта победа тому подтверждение. Это победа для всей России. За нас болело очень много народу. Нас переживало очень много людей. Мы сделали, что должны были сделать. Правильно? Да! А теперь ура! Алхазур Керимов, Нурет Ипиев, Ибрагим Налаев. Новости.